Так, мы сейчас в Музее изобразительных искусств на выставке Александра Васильева. Тут картины отца Александра Васильева. А выставка посвящена, естественно, моде. Мы сейчас будем все рассматривать. Такие картины. Ух, какая потрясающая картина, интересно. А вот тут еще Владимир Николаевич, смотри. Шикарно. Так. Ух ты. Картина вообще шикарная. Смотри. Там череп, смотри, так интересно. Это тоже у нас быть или не быть исторический живописец. Здорово. Натюрморты. Очень интересно. Самое вот это. Так, давай Натюрморт опишем. на белой ткани. Ну, такой интересный натюрморт довольно. Так, как же его снять, чтобы было видно? Все отображается тут из-за света. Ну, вот так вот такое изобразили. Это неожиданно. Так, мы должны еще и на второй этаж потом, да, пройти? Сейчас здесь посмотрим, хорошо. Так, тут у нас что такое? Ух ты, а тут можно, получается, брать магазинчик, видимо, где-то, да? Мира называется, да? Так выходит. Это духи, да? Подержи. Так, а это что? Да, Интересно. А тут книги по моде. Даже есть детская мода Российской империи. Формула моды. В общем, все книги тут Александра Васильева. Вот мира. Идем дальше. Какие дамы интересные. Мода начала 20-го столетия. Югенстиль. Видите? Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, это к концу марта, вот, если пойти в магазин с этой книжкой, будет хорошая книга. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Сюда сначала, да, проходить? Хорошо. Вау. Ты хотела на эту выставку попасть? Я хотела, конечно. Так. Реклама шляпного магазина. Живопись в металле. Российская империя. Рига. Ух ты. Здорово. Так, ну давайте платье смотреть, самое-то главное. Потрясающе. Есть интересно. Так, это у нас вечернее платье из чесучи, отделанное вышивкой гладью, бусинами Ж, бархатным поясом, сложным кружевом, выполненным из сутажных цветов, соединенных бридами. Западная Европа около 1910 года.
платье из шелка. То есть ручная вышивка по тюлю и бахрома из лент, сплетенных в перья макраме. Западная Европа, 914 год. 1914. Ух ты, какое платье. Так, давайте ближе смотреть. Владимир Николаевич, зачитайте. Летнее платье из набивного тюля на чехле из шелкового муслина, отделанное машинной вышивкой по тюлю с использованием металлизированной нити. Западная Европа, около 1910 года. Угу. Вечернее платье цвета перламутр из шелкового муслина и бархата, отделка металлизированными и машинным кружевом, а также стеклярусом. Россия, 1910 год. Металлизированная какая-то нитка. Угу. Тут стеклярус. Вот. Вышивка. Сейчас я все платья пройду сначала. Читать. Угу. Вечернее платье из шелкового репса, отделанное муслином, тесьмой с металлизированной нитью и бахромой из бисера и стекляруса. Вставка на корсаже из кружевного тюля. Россия, Санкт-Петербург, 1910 год. Из гардероба дворянки Нины Александровны Валуевой. Вечернее платье из бархата, отделанное вышивкой, металлизированной нитью по тюлю, искусственные цветы из бархата с ручной подкраской. Западная Европа, 1910 год. Так, ну тут Дамский зонтик. шелковый зонтик от солнца. Харбин, Манчжурия, 1905 год. Из гардероба дворянки Нины Александровны Валуевой. Угу. Деревянное кресло в китайском стиле с золоченым орнаментом. Мастерская Поля Пуаре, Мартин, Париж, 1910 год. Давай посмотрим маленькие витринки. Всякие интересные предметы. Подушечка. Шар сеньора, женский портрет, Франция, 1912. Так, а тут у нас наряд. Платье пальто с силуэта реформ из плотной полушерстяной ткани с вышивкой сутажем, выполненной вручную. Россия, 1913-1914 годы. Угу. Шляпка. Вот смотри, какая шляпка. Веер, перчатки. Замечательно. Кондитерская фабрика Абежо, Москва. Туфля с конфет. Здорово. Это открытка, что ли? Наверное. Тут вот что-то у нас, какие-то вазочки. Это керосиновая лампа внизу. Угу. Видимо, с подогревом. Скорее всего, что Так, пойдем там еще посмотрим. Там еще будет зал из той. Или они соединяются, наверное, да? Ух ты. дамские бальные аксессуары 1890-х, 1900-х годов.
Болеро в стиле модерн, расшитая бархатными ирисами. По тюлю модельная обувь, бисерная сумочка и шляпные булавки. Грозное оружие, с помощью которого обращались женщины в случае неосторожных жестов со стороны мужчин. Франция и Россия. К помощи которого обращались. Вот у мадам как раз и взгляд такой, чтобы булавкой воспользоваться. Неизвестный художник. Портрет дамы в розовом бальном платье с украшениями из бриллиантов. Холст масла. Германия, 1896 год. Мгм. Бриллианты, главное, как выделили на картине. Мгм. Тут жемчуг у нас. Смотрите-ка. Шикарный. Шелковый. Да, это шелковое платье. Смотрите, как тут поближе, если. Такая фактура. Это павлин. А тут, смотрите, тоже жемчуг. А это платье у нас еще и Подвенечное платье из шелка. Подвенечное. цвета икрю, тюля и машинного кружева, отделано перламутровыми бусинами и бисером. Западная Европа, 1913. Перламутровые бусины. сейчас я немножко отойду. Тут у нас вазочки. Вот такие необычные, креативные прям. Вышитые Сумочки. бисером сумочки. Ох, Типичная какое для моды платье. 1913-17 годов. Ты знаешь, вот я смотрю на эти сумочки, я вспоминаю индийские, скажем, Ну да, это индийские мотивы, конечно. мотивы, да. Очень даже похоже. Тогда же очень интересовались индийской бытностью. Это потому что колонии там были в Индии. Да. Многие же даже известные личности того времени родились в Индии. Португальская, голландская не помню, а португальская точно, и английская колония. Угу. А вот мужской костюм. Из шерсти шелковыми обтяжными пуговицами. Угу. А тут у нас что это, пальто или шуба? Черное вечернее платье из батенбергского кружева и креп-лешина. Силуэт и форм, нижняя юбка, фру-фру. Москва, Россия, 1900 год. И зимнее бархатное манто цвета бордо. На теплой подкладке трапунте брусничного цвета, отделанная машинной вышивкой из страуса Боа. Санкт-Петербург, 1890. И смотрите, опять сумочки. И опять они из бисера. Модно было. Довольно интересные. Сейчас некоторые люди тоже носят такие. А тут туфельки. Сумочки, конечно, симпатичные вообще. Ух, какая симпатичная штучка. Тальма из шелкового атласа и кружева Шантилии. Западная Европа, 1900-е годы. Ну, тут смотри, какое платье. Же шедевр. Ну-ка, сейчас я немножко отойду, чтобы было понятно, какой образ. Вот так. А вот это шикарные туалеты. Бальное платье.
Угу. Из тюля на шелковом чехле, расшитая пайетками и страусовая буа. Париж, Франция, 1910 год. Угу. Красиво. Так, давай. Так, тут костюм мужской стоит, да? Тоже для бала. Обратите внимание на люстру. М? На люстру. Обратите внимание. Люстра, смотрите какая. Да, лебеди. По-моему, на змей похоже, нет? Дает вроде как на лебеди. Или на дракона. Меня вот отделки интересуют больше. Ну так со спины. Вот это платье вообще, конечно, потрясающе. Ну-ка, дай-ка я его сфотографирую. Так, давай еще вот здесь смотреть. Туфельки. Такие кружева. Потрясающе. Смотри, тут еще накинуто, да, вот так что-то. Шикарно. Бархатное платье с отделкой машинным кружевом и тюлем, декорированная пряжкой со стразом. Так, а тут у нас, смотрите, тоже. Кресло. Угу. Интересно Стиле такое. национального романтизма. Угу. Так. Шкатулочки, книги. Мне вот это очень нравится. Такая отделка красивейшая, конечно. Это платье из Баку. Ух ты, какая шляпа! Смотри на нее. А это вот розовое, это же вообще Бальное платье цвета фуксия. фуксия. Да. Шелковый креп сатен Крепсатин. с кремом. Отделка использовалась брюссельское кружево и шелковое бахрома. Видишь, еще и Штаты даже. Так, а тут у нас что? Ух, какое платье. Такое визитное платье. Интересное, да? Я видела такие в кино. По-моему, фильм Мэри Поппинс. Ну, всякие другие тоже. Помнишь, мы тогда смотрели фильм про английских аристократов, в котором ехала королева, по-моему? Да.
И они потом там всеми силами справились. Прием устраивали. Угу. Вот это свадебное? Летнее шелковое платье цвета. Летнее просто, да? Да. Россия 1907 год. Это российское платье. Видите? Угу. Оперная манто из облегченного града. Красивого цвета, девушка Ну, типа прогуляться вечером, да, там сходить в оперу. Кстати, новые, хорошо забытые старые. Это точно. Многие могут какие-то идеи перенять для своей работы, кто занимается Угу. модельным бизнесом. Какие интересные вещи. Так, а там еще зал, получается? Или там выход? Выход? А тут вот фильм показывают, да? Единственное, что камера, не знаю, насколько передаст. Да, нормально все. Там еще один зал, да, получается? Или это этот зал? Нет. Это он. Нет, там еще один зал. А я не смотрю. Да пойдем вместе. Нет, здесь нет. А, нет, все, значит, все, да? Угу. Получается, да. Ну все, пойдем тогда. Надеюсь, что понравится всем. Всем спасибо.